Грязевые ванны местные авто принимают по несколько раз в день. Вместе с ними и жители. По-другому никак. Мокрая глина засасывает по колено. Тут ни скорая не проедет, ни молочная машина. Если, конечно, на тракторе, то можно проехать, а больше ни на чем. Обещают, деньги собирают, самообложение, дорогу положим. Каждый год кладбище огораживают. Не знаю, куда девается. Социализм работает. К больным по грязи пробирается и фельдшер. 3 года Фарида Сабирова пишет письма в разные инстанции. Улица Социалистическая, единственная на всю деревню, куда еще не пришел асфальт. Здесь около 50 домов и почти 150 жителей. Всю жизнь у нас такая дорога. Вот сумка тяжелая, я сама маленькая, тащу. Иногда даже обувь остается, мы сами пешком идем потом на носках. Не доехав к нам на машине, бросить на обочине ее пришлось и главе сельского поселения. Он объясняет, эти 600 метров должны были засыпать щебенкой 2 года назад. Но деньги по самообложению направили на соседнюю улицу, к новому сельскому клубу. На эту строительная техника придет в этом году. За счет средств самообложения будем ремонтировать в этом году. Деньги на это средство собрали с населения. Сдали, смету составили. В исполкоме о дорожных проблемах знают, но финансирования, говорят, всем не хватает. По дорогам у нас много проблем. Недостаточное финансирование. Ну, стараемся что-то по программе самообложения. В этом году планируется, небольшими участками мы эту работу ведем. По программе самообложения на дорогу направят более 600 тысяч рублей. Работу начнут, как только выберут подрядчика. Глину утрамбуют и засыпят щебенкой. Анна Городнова, Раиль Закиев, ТНВ, Менделинский район.